Это итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях пятницы, 23 июля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Уставшие в грязных сапогах и пожелтевших от огня куртках. Первая группа пожарных добровольцев вернулась в Якутск из горного района. После зимы в Нерюнгри на дорогах появляются новые ямы. Какие дорожные работы проведены за первую половину лета? Куда пойдут учиться воспитанники первой школы в Якутске? Этот вопрос остается открытым. В каком состоянии находится старое здание школы и что обещали родителям власти? В лагере имени героя Хлопкова в Тверской области завершилась дальневосточная смена. Бригада якутских волонтеров занималась поисками. Какие трофеи времен войны удалось найти? Завтра может состояться дебют якутянина в российской футбольной премьер-лиге. Расскажем, как простой парень из Якутска прошел путь от мархинских грунтовых полей до сильнейшего дивизиона страны. Три лесных пожара ликвидированы в Якутии за сутки. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Садовников. Он также отметил, что было локализовано 16 возгораний. Борьбу с огнем ведут более 2000 человек. Весомый вклад в тушение пожара вносит авиация. Так, за минувшие сутки выполнено 43 вылета, в ходе которых сброшено 308 тонн воды. Глава республики посетил село Кюрелях горного района, где сейчас действует крупный лесной пожар. Айсай Николаев отметил, что основные силы брошены на борьбу с двумя пожарами в районе села Магарас. Он отметил, что в этом направлении уже достигнуты серьезные успехи и выразил надежду, что как минимум один из очагов будет локализован до конца этой недели. Сейчас началась опашка и встречный отжиг. Из-за этого в Якутске наблюдается задымление. После отжига один из самых крупных пожаров, действующий в наибольшей близости к городу, будет локализован, а впоследствии и ликвидирован. По другим пожарам, если говорить, то вот Кептин, Юрт, там вот несколько тоже пожаров есть. По ним тоже маневрирование идет. В принципе, мы видим, что тоже вопрос уже, по крайней мере, площадь активного горения уже значительно сократилась за последние 4 дня. И пожар в районе Мытаха, Джикимди, мы видим, что он уже там достаточно тоже в десятки раз уже снизилась площадь активного горения. Огонь уже вблизи Джикимди уже вообще его нету, он сейчас уже там около Мытаха. Мы надеемся все-таки, что на следующей неделе все-таки мы сможем его там тоже окончательно локализовать. Но при этом, конечно, так как погода очень сухая, все равно здесь сухие грозы проходят, появляются новые очаги, по ним тоже идет работа. Очень большую помощь оказывают добровольцы. Здесь каждый день примерно по 150 добровольцев работает. Между тем, первая группа добровольцев вернулась и в Якутск. Всего штаб отправил 12 человек. Сегодня в столицу прибыли последние члены группы. Саргалана Неустроева пообщалась со смельчаками. Уставшие в грязных сапогах и в пожелтевших от пожара куртках. Последние добровольцы из первой отправленной группы спустя 2 недели бессонных ночей наконец вернулись в Якутск. Чем вы займетесь прямо сейчас по приезде домой? Чего больше всего хочется? Ванна или душа? Наверное, ванны. Ну и жену обнять, встретить сына. Это предприниматель Александр Степанов. Как и все остальные участники группы, он ни разу не тушил пожары. Вызвался добровольцем, а на следующий день их уже отправили в Магарас. Никогда не было опыта тушения пожара. Большое спасибо руководству Магарас, нашему непосредственному руководителю Валентину, РТП, руководителю пожарной группы. Он нас все проинструктировал. Как признается Александр, самое страшное событие, которое огнеборцы вспоминают до сих пор и которое наверняка останется в памяти еще на долгие годы. Ночь защиты от огня линий электропередач. Стали дежурить ЛЭПы, линию электропередач, чтобы огонь их не сел. Мы рядом ходили, тушили. Один человек у нас немножко даже угорел от этого газа. Его тошнило. Ну, в общем, мы до утра продержались, отстояли ЛЭП.
В лагере у Магараса собралось всего 40 человек. Как признается Святослав, один из членов группы, не хватало в первую очередь не вертолетов, а техники. Очень-очень важно сказать, что в первую очередь техника, отсутствие техники. Не самолеты помогают нам в первую очередь, это трактора, бульдозеры, те, которые смогут расширить все это, да, и только оно может нам помочь. Ну и обильный дождь. Между тем, как бы тяжело ни дались ребятам эти 2 недели, желание вернуться на передовую они не скрывают. Наша группа стала как семья. Наша команда настолько сблизилась, что, наверное, мы поедем сейчас, через пару дней, как отдохнем, чуть-чуть придем в себя. И это реально настолько сплачивает, особенно взрослых людей. Это действительно очень важно. И я советую всем молодым людям поехать, сделать максимально возможное, чтобы спасти и помочь. Для Святослава это и вовсе стало миссией. В обычной жизни он учитель в школе. Говорит, своим примером учит детей беречь и ценить природу. Очень важно, чтобы город Якутск, чтобы дети, чтобы обучающиеся, чтобы старики, чтобы женщины, они не потеряли свои легкие. Мы теряем эти легкие, чтобы другие не теряли. Но сделали все возможное для того, чтобы остановить продвижение всех этих пожаров. Следующая группа добровольцев уже готова выехать в другие районы для борьбы с огнем. Но, несмотря на это, все еще не хватает людей, транспорта и продовольствия. Члены общественного добровольческого штаба призывают: если есть чем помочь, не ждите, действуйте. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. А примерно час назад бороться с огнем в Горном Илусе отправились работники жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики. 46 добровольцев выехали на 12 машинах в село Магарас, где их распределят по участкам с лесными пожарами. Отметим, что это 4-й по счету выезд сотрудников ЖКХ и энергетики. На протяжении этой недели в Горном Илусе пожары тушили более 70 работников этой сферы. По отрасли Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха-Якутия у нас получается сводный отряд. Это сотрудники министерства, подведомственные организации. Инструктаж мы будем проходить на месте у руководителя тушения пожаров в Горном районе. Настроение у всех боевое, добровольцы. Настрой хороший, это общее дело, едем помогать. Ленск в дыму, как и столица республики, но дымом Ленск заполняют в основном из-за очагов в труднодоступных местах Иркутской области. Также задымленность появляется из-за крупных пожаров в соседних Мирнинском, Алекминском и Сунтарском районах. Там для тушения используют не только республиканские силы и средства, но и привлекают службы из других регионов, а также авиатехнику, такую как Би-200, Ми-8, Ил-76. В Ленском же районе очагов возгорания, которые требуют тушения, 2, один из них локализован. Это приблизительно в 50 километрах от Ленска, в районе поселка Коньки. Огонь охватил 253 гектара, но распространение пожара предотвращено. И еще один у нас действующий пожар. Это в районе населенного пункта Северная Нюя. Он находится и горит, так сказать, на противоположной стороне от населенного пункта по левому берегу реки Нюя. Там у нас 200 гектар. На нем тоже производится тушение, люди работают, но, к сожалению, пока он в статусе действующего. На территории Ленского района также у нас с 24 июня введен режим особо пожарного периода, и он до сих пор действует. То есть, поэтому просим население, гостей нашего района соблюдать пожарную безопасность. А вот жителей Мирного сегодня испугали вовсе не пожары. В пригороде медведь подобрался к окнам жилого дома. Видео с косолапым распространяется по мессенджерам с пометкой «На Заречном». Впрочем, владельцы местных участков утверждают, это не их район. Медведь обнюхал автомобиль во дворе, постоял на 2 лапах и, видимо, ушел восвояси. Так это или нет, стоит помнить, если вы встретили дикое животное, не паникуйте и поднимите шум. Помните, нельзя оставлять пищевые отходы в месте отдыха и на тропинках, где ходят люди.
Сейчас к эпидобстановке еще 105 человек заразились коронавирусом в Якутии за сутки, сообщает Оперштаб. Из них 55 в Якутске. В Мирнинском районе 9 случаев, в Вилюйском 6, по 5 заражений в Алданском и Нерюнгринском районах, по 4 в Ленском и Мегино-Кангаласском, по 3 в Амгинском, Намском и Усть-Алданском районах. Еще в 7 районах республики выявили от 1 до 2 случаев. Что касается вакцинации, всего использовано более 90% от общего объема вакцины. Желающие могут вакцинироваться препаратом «Спутник Ви» завтра и послезавтра в Якутской городской больнице номер 3. Первый и второй компоненты вакцины имеются в наличии. В субботу и в воскресенье «Спутник Ви» можно получить без записи и прикрепления в порядке живой очереди с 9 до 15:00 по адресу улица Лермонтова, 121, говорится в сообщении. Необходимо предоставить медицинским работникам паспорт, СНИЛС и полис медстрахования. С Нижнего Бестяха до Иркутска начнет курсировать дополнительный купейный вагон. Сегодня открыта дополнительная продажа билетов. Напомним, беспересадочное сообщение по маршруту Нижний Бестях-Иркутск началось в декабре прошлого года. Время в пути составляет около 3 суток. Стоимость проезда в купейном вагоне 8308 рублей, в плацкартном 5615 рублей. С учетом введения дополнительного вагона обратно будут курсировать 1 плацкартный и 1 купейный вагон. После зимы в Нерюнгри на дорогах ежегодно появляются новые ямы, а уже имеющиеся расширяются и становятся глубже, из-за чего водителям зачастую приходится нарушать правила дорожного движения. Какие работы проведены на дорогах в Нерюнгри за первую половину лета, узнавала Екатерина Павлова. А там бордюра не было вообще никогда. Так его туда надо ставить. Тут поставить. Завтра Виталик ему позвонил, завтра будет мне на совещании обсудить. Да, вот только так. Впереди мы сейчас будем. Хорошо, договорились. Сегодня на центральной улице города активная фаза работ. Замена бордюрного камня, укладка асфальта, установка поребриков, асфальтирование пешеходных тротуаров. Это первый этап капитального ремонта проспекта Ленина с реконструкцией отрезка от проспекта Геологов до улицы Карла Маркса. Капремонт проспекта рассчитан на 3 года. Подрядчик общества с ограниченной ответственностью «Вираж» со своими обязанностями справляется в срок. Эта же компания ранее провела капремонт улицы Карла Маркса. Мы хотим, чтобы не на 3 года растягивать ремонт. Подрядчик готов эту работу выполнить за 2 года, соответственно, скорректировать погодовой объем финансирования. Сегодня эта работа решается, мы с заявкой внесли изменения в заявку. Предложение в Минтрансе. Я думаю, что в Минтрансе рассмотрят будет протокольное поручение главы республики. И мы за 2021-2022 год закончим капитальный ремонт нашей улицы Ленина. К другим дорогам. Подъезд к городу – улица Амосова. Ежегодный ямочный ремонт не приносил нужного результата. В этом году было принято решение о сплошном асфальтировании дороги. Торги на ремонт этого отрезка городская администрация провела еще в мае 2021 года, но подрядчик долго не приступал к работам. После прекращения дел с недобросовестной компанией долгожданное асфальтирование улицы Амосова свершилось. Работы выполнены акционерным обществом «Дорожник». Кроме того, методом сплошного асфальтирования в этом году в городе выполнен долгожданный ремонт улицы Чурапчинская от Кравченко до конечной остановки. А в рамках программы формирования комфортной городской среды были благоустроены дворовые территории домов 6/1 и 8/1 по проспекту Дружбы народов. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Вопрос, куда пойти учиться воспитанникам первой школы в Якутске, все еще остается открытым. Об этом сегодня сообщили родители на встрече с премьером Якутии Андреем Тарасенко. В каком состоянии находится старое здание школы и что обещали родителям власти. Об этом в материале Дмитрия Тымырова. Которая встреча с властями региона и столицы, родители учащихся школы номер 1 уже сбились со счету. Сегодня состоялась очередная встреча, но уже с премьером Якутии, где родители также задавали свои вопросы касаемо будущего школы и коллектива. Много времени боремся, пытаемся, чтобы нас родители услышали весь педагогический состав.
Тем временем до начала учебного года остается мало времени. Куда же пойдут учиться дети с 1 сентября? Городские власти рассматривают 3 варианта. Первое – это бывшее здание Якутского торгово-экономического колледжа. Второе – распределение детей по школам города. И третий вариант – остаются в старом здании. Судом от 15 июня было решено запретить учебный процесс с 1 сентября 2022 года. То есть у школы еще есть 1 год, чтобы провести предстоящий учебный год у себя в здании. Мы, конечно, очень рады такому решению суда в том плане, что они предоставляют возможность коллективу остаться пока в этом здании, которое не является аварийным, и переждать тот момент, когда республика решит вопросы, связанные с выкупом и ремонтом Коптеха. Но городские власти еще точно не определились, куда же пойдут дети учиться с 1 сентября. Для этого, по словам премьера Якутии Андрея Тарасенко, нужно переждать решение комиссии, которая сегодня работает по данному вопросу. Без этой аттестации мы решение не примем, чтобы процесс учебный здесь был. Поэтому к этой аттестации относимся очень скрупулезно. Между тем, предварительные итоги озвучила генеральный директор Якутского проектного научно-исследовательского института строительства Ольга Матвеева. По ее словам, здание школы не является аварийным, но нуждается в укрепительных работах. В дальнейшем для того, чтобы привели в нормальное эксплуатационное состояние, в проектное состояние, как требуются нормативы, то здесь требуется выполнить работы по усилению фундамента. Но я сейчас так вижу, что планы правительства другие, поэтому мы ограничимся этим годом и будем говорить о том, что работоспособность на этот предстоящий год у нас, в общем-то, обеспечивается. В конце встречи премьер Якутии Андрей Тарасенко пообещал коллективу школы и родителям еще раз встретиться перед учебным годом, чтобы окончательно решить, куда же все-таки пойдут учиться дети 1 сентября. Так что вопрос пока остается открытым. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. В лагере имени героя Хлопкова в Тверской области завершилась дальневосточная смена. Бригада якутских волонтеров 2 недели занималась поисковой деятельностью. Результатом поисков ребята поделились с нашим СОПКОРом в Москве Айсеной Бурнашовой. Каждое лето Ржевский район принимает волонтеров-поисковиков вахты памяти. Со всей России сюда приезжают добровольцы и приступают к поискам останков советских солдат, предметов и вещей Великой Отечественной войны. В этом году к масштабным работам присоединились 15 якутских студентов. Для многих это первый опыт поисковой деятельности. В составе якутской группы были и те, кому поездка в Ржевский район стала воплощением мечты. Правнук победителя Леонтий Суздалов с детства впитал дух патриотизма, интересовался историей страны. У меня есть прадед со стороны по отцовской линии. Он пошел на войну в 1942 году и вернулся в 1945 уже после победы. Я с детства интересовался историей своей родины, поэтому мне это было очень интересно. Котелки, снаряды, гранаты и даже фрагменты боевых машин. Эти артефакты волонтерам удалось найти всего за 2 недели. Свою первую находку якутянка Оливера Амосова, пожалуй, не забудет никогда. В поросшем травой поле она нашла оружейную гильзу. Ты идешь и штыком проверяешь, там что-нибудь есть или нет, потом металлоискателем и уменьшаешь радиус. И после этого копаешь и находишь. Нахождение гильзы – это очень сложно одновременно, потому что они маленькие и их щупом легко не найти. Всего же усилиями волонтеров было поднято 4 солдата. В данное время идет установка имен и фамилий бойцов. На поле, где с 42 по 43 годы шла ожесточенная Ржевская битва, поисковикам удалось найти и редкую вещь – медаль за отвагу. В конце она выяснила, что эта медаль была дано во время русско-финской войны. Получается, он человек, который носил эту медаль, воевал во время русско-финской войны, потом пошел воевать в Отечественной войне. Все находки организаторы вахты памяти внесли в специальный реестр. В ближайшее время, когда при лагере имени Хлопкова откроется музей, экспонаты смогут увидеть все желающие. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Ржевский район, Москва.
Город-форпост, город-тюремный этап, город-почтовая станция. Именно в Якутске берут начало многие исторические путешествия и экспедиции. Об экскурсиях для жителей столицы узнавала наш корреспондент Надежда Саханская. Об этом не напишут в Википедии. Экскурсии Лады Евсеевой не похожи на праздный променад, где надо обратить внимание налево или повернуть голову направо, где находится очередной интересный объект. Методист исторического парка «Россия. Моя история» Лада Евсеева проводит пешие познавательные прогулки не только по Якутску, но и по близлежащим населенным пунктам. На новой экскурсии Лады дети узнали о том, что село Старая Табага было частью Иркутского почтового тракта. Табага основана в 1743 году как Табагинская почтовая станция на Якутско-Иркутском почтовом тракте. Наше село как раз и обязано созданию Якутско-Иркутского почтового тракта. Регулярная почтовая гоньба, по которому началась в 70-е годы до 18 века. На сегодняшний день в репертуаре методиста около 10 экскурсий. Среди них познавательные маршруты об исторических личностях нашей республики, ознакомительные программы и даже музыкальные экскурсии. Ладе Евсеевой пришла идея таких культпоходов еще в 2017 году. Это вопрос, наверное, к 2017 году, потому что в 2017 году мы первый раз провели первую краеведческую программу «Якутск. Прикоснись к истории». Она продолжалась 10 дней, и каждый день мы с детьми по 8 часов в день объезжали предприятия, музеи, встречались с интересными людьми города, поэтому эта программа, это уже получается 4-й год. И в городе стараемся обойти все музеи, да, и вот уже теперь открываем пригороды. Ну, это вообще была мечта зимы – открыть пригороды. Все маршруты Лада Евсеева и соавтор Виктор Борисов продумывают до мелочей. За каждый правильный ответ о истории Якутии дети получают специальную резиночку, которая пригодится в конце путешествия. Меня просили на засыпку, я и на засыпку и задаю. Подобный энтузиазм экскурсоводов разжигает интерес в слушателях и побуждает узнать о своем городе что-то новое. Прививать любовь к малой родине необходимо, начиная со школьной скамьи. Не будем это скрывать из-за того, что нет обязательной дисциплины в школах республики по истории Якутии. Люди совсем не знают свою историю своего города, и поэтому мы и начали вот эти экскурсии проводить. И выездные, редко, но проводим, стараемся проводить, но в основном по городу Якутску. Увлекательный маршрут по страницам истории родных краев длится порядка 2,5 часов, которые пролетают незаметно. А энтузиасты Лады и Виктора не стоят на месте. Они все время придумывают что-то новое. Например, скоро в репертуаре экскурсоводов появится новый маршрут под названием «Товарищи ученые». Познавательные прогулки проводятся 2 раза в неделю – среду и субботу. И желающих попасть на экскурсию всегда гораздо больше, чем свободных мест. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Якутск. Сейчас новость из мира спорта. Завтра может состояться дебют якутянина в российской футбольной премьер-лиге. Воспитанник детского футбольного клуба «Пульс» Артем Соколов перешел этим летом в подмосковные Химки. Как футболист прошел путь от мархинских грунтовых полей до сильнейшего дивизиона страны, знает Власий Сергеев. Первые шаги в футболе Артем Соколов сделал в детской команде «Пульс», куда пришел в 7-летнем возрасте. За 4 года в составе «Пульса» Артем стал победителем городских, республиканских и всероссийских турниров. Артем все время, у него, знаете, развитие было такое поступательно вверх, скажем. Стагнации не было никогда. И одну из таких важных ролей сыграло то, что он с ребятами все-таки постарше возрастом тренировался. Естественно, ему нужно было в тот момент, когда он с ними играл и тренировался, думать чуть побыстрее. В 2015 году «Пульс» стал победителем всероссийского фестиваля «Кожаный мяч», после чего Соколов и еще 2 игрока мархинской команды были приглашены в ведущие академии страны. Артем перебрался в Чертаново, где он провел последующие 8 лет. Занимаясь в Московской академии, якутянин, играющий на позиции полузащитника, стал приглашаться в юношескую сборную страны. Всего в активе Соколова 25 матчей за национальную команду, в которых он забил 11 мячей. Он был на виду, был один из, так скажем, игроков креативных, которые думают, играют на поле, наверное, получают удовольствие от этой игры. Ну и когда став старшим тренером сборной 2003 года, в общем-то,
сомнений никаких не было, что этот игрок будет одним из, наверное, такой градообразующим в этой сборной. В прошлом сезоне Соколов стал победителем юношеской футбольной лиги России и был признан лучшим игроком турнира. После успешной кампании он дебютировал во взрослом футболе, перейдя в основную команду Чертанова, которая выступает во втором по силе дивизионе страны. Этим летом случилось пока что самое важное событие в карьере 18-летнего якутянина – подписание контракта с подмосковными «Химками». Естественно, играть с такими футболистами, как Глушаков, там у них еще есть опытные такие ребята, да, у которых он может подучиться. И, естественно, с такими игроками, тренируясь вместе, играя, у него будет рост намного быстрее, чем он, допустим, сейчас бы играл бы в ФНЛ. Самое главное на этом этапе у него это постоянная игровая практика, чтобы он выходил. В предсезонном турнире «Кубок Пари-матч» Соколов провел 3 встречи, в которых отметился 2 ассистами. Якутянин полностью здоров и находится в хорошей форме. Он полностью готов дебютировать в РПЛ. Напомним, в первом туре «Химки» якутянина сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Власий Сергеев, Павел Пахомов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Не забывайте о безопасности, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. А еще лучше получите вакцину. Всего доброго и удачных вам выходных.